Сегодня– это то, что ты делал и думал вчера, а завтра– это то, что ты делаешь и думаешь сегодня. Здравствуйте. С этой давно уже известной фразой я и иду на встречу с человеком, который непосредственно курирует вопросы повышения эффективности государственного управления и от которого зависит экономическая и бюджетная стабильность республики. Вы чай уже с молоком пьете по-якутски? Бабушка из Калмыкии научила. Там же тоже все пьют чай с Тоже молоком. еще конечно. подсаливают иногда. Да. То есть для вас не новость это? Нет. Мы, честно говоря, планировали вас поймать на крыльце Дома правительства, чтобы заснять, как вы идете на работу, там поздороваться. Но получилось так, что вы уже на работе. Вы во сколько обычно приходите? В 7 утра я уже здесь. Вахту еще все время бужу. То есть вы вообще самый первый? Да, прихожу сюда. Дверь еще закрыта даже. Но секретаря не заставляете рано приходить? Нет. Я здесь спокойно прихожу, работаю, готовлюсь, потому что много времени. Но уже многие приучились, и в 7:30 уже у меня тут очередь стоит. А это у вас привычка давно сложившаяся, да, рано на работу? Да, с флота так я привык рано. Я встаю в 5 утра, бегаю спортом, занимаюсь. А, ежедневная пробежка? Ежедневно, да. Мороз, не мороз. Бегаю здесь уже по набережной, здесь у вас вот вдоль дамбы. То есть в Якутске в минус 50 вы тоже бегали? Бегал, да, спокойно. Ну, одеваешься, утепляешься и бежишь. И я скажу, очень много людей бегает, ходит. Я думал, я такой один там больной. Нет, много уже в возрасте людей. Скандинавская вот это вот ходит. Ходьба с палками, Да, потому что где-то уже так к 6 часам уже выходит большое количество. А каким-то еще спортом занимаетесь? Ну, я занимался борьбой, дзюдо, поэтому... Как президент? Да, говорят, сейчас так модно говорить, но нет. Ну, мне просто по долгу службы. Ну вот ваша вся прошлая жизнь, она, я так понимаю, связана с морем. Наверное, из-за того, что вы родились на берегу Японского моря в Владивостоке. Ну и вы окончили сначала высшее училище свободного плавания. Да, я сначала Нахимовское училище кончил. Вы знаете, вот есть группа такой вот Нахимовский и Суворовский училища. Единственное Нахимовское, это военно-морского флота принадлежность. И 10 было суворовских. Итого их было 11. Из Владивостока приехал, поступил, и пошла жизнь. А потом подводного плавания. Единственное в мире такое училище, которое готовит именно подводников. Ну вот у вас же еще несколько дипломов. Ну да, кончил классы, где командиром лодки стать, чтобы надо пройти тоже определенное обучение. Прошел его. Правда говорят, что бывших военных не бывает? Да, правильно говорят. А что отличает военного человека от обычного? Меньше говорят. Меньше говорят, больше делают. Да, похоже так. Что для вас патриотизм и в чем важность патриотического воспитания? Ну, зачем оно нужно? Ну, любить свою страну – это самое главное. Каждый должен гордиться, что мы живем в единой стране. Есть своя привязанность. Это очень здорово. Вот вы работали губернатором Приморья, а на ваш взгляд, Якутия сложный регион? Вы знаете, я во многих регионах был и смотрел, как развитие и так далее. Вы знаете, то, что сегодня здесь сделано, здесь огромный задел сделан в части поддержки жизни. Люди здесь хотят жить. Вот самый главный фактор. Глава и многие другие здесь президенты, которые были, они заложили хороший задел в части сохранения быта и сохранения людей. Они сохранили село. Основной поток молодежи и рождаемости дает село. И если ты селу дашь условия жизни и создашь условия работы, то считайте, вот будет жизнь в этом регионе. Вот этот шаг здесь правильно сделан, потому что многие нарушили эту связь. И получается, что села поброшены, поля брошены, и
создается какой-то городской агломерация какая-то. И по Дальнему Востоку, по Приморью смотрю, потому что я пытался давать там людям и корову, и скороспелы, чтобы занимались хозяйством, но уже упустили момент. То есть старикам это уже не нужно. А молодежь хоть что? А молодежь уже все потерялась. И потеряли рождаемость. Понимаете, привязку потеряли. А здесь она еще есть. А вот Кабмин, он формировался до вашего назначения еще, и даже зампреды, ну, кроме Берникова, они были уже назначены. То есть вы пришли в готовый коллектив, который не вы формировали. Насколько комфортно было входить в это? Вы знаете, я в жизни ни разу ни в одно предприятие не приходил и не обнулял или там менял или так далее. Такого не было ни разу. Не занимался этим делом. Почему? Потому что каждый человек, он по-своему способен. И если ты его там способен не видишь, значит ты плохой руководитель. Ты его должен научить, показать. Раскрыть. А если он не хочет, это другой вопрос. Тогда попрощаться. Человек должен понимать, что он назначен главой, значит, он должен работать. У нас очень большой перечень, который нам сегодня надо делать. Мы спешим, потому что, правильно многие говорят, сегодня хочется жить, и жить хорошо хочется. Поэтому мы спешим, делаем, потому что надо сегодня успеть толкнуть большой фронт идей и работ. То есть все хочется сделать в регионе, чтобы свое было. Независимость, автономность и так далее. Потому что у нас беда в том, что многие наши государственные предприятия привыкли с бюджета получать деньги, а работать не хотят. Вот немножко мы сейчас поправляем эту ситуацию. Потому что каждый должен научиться зарабатывать и приносить плюс. Акцент вот делаем сильный сегодня на Сахатранснефтегаз. Потому что это будет основополагающее предприятие в развитии нашей республики. Вроде бы республика с газом, а в дома вот многие я прихожу, смотрю, все на электроплитах, либо на дровах. Я вот жил в Советском Союзе, у нас в доме у всех были баллоны с газом. Почему сегодня нету в Якутии баллонов с газом? Выясняется, что, оказывается, было тут раньше производство баллонов, потом оно рухнуло. Я говорю, давайте создадим эту систему, восстановим. Поставили задачу, глава нам поставил, давайте восстанавливайте, делайте, потому что сегодня нужно газифицировать всю республику, дать возможность жить. Газ для Якутии – это жизнь. Мы начинаем строительство новых промышленных кластеров. Основа промышленного комплекса любого, который мы сегодня хотим построить, создать, это газ. На основе этого газа мы будем выстраивать свою бюджетную часть, доходную республики, которая делает сегодня, дает в виде дивидендов Алроса. То есть мы ставим альтернативный способ зарабатывания средств в доходную часть республики. То есть мы должны сегодня на 4 шага вперед получить технологию. Вот смотрим мы сейчас систему газохимии, это бутандиол. Это на 10 шагов вперед. Водородную сегодня смотрим тематику. Это будущее. Это сегодня новые. Вот к нам сегодня и Mitsubishi заинтересованы, и ведем переговоры с ними. И многие хотят, и Газпром хочет попасть туда. Но мы первые вступили в переговорный процесс. И уже ведем с японцами такой вот диалог. И готовимся к созданию вот такой системы хорошей. Она будущее, это нашим детям будущее. Потому что эта технология, она экологически чистая, хорошая и, как говорят, передовая. Избытка себе не надо делать. Надо найти баланс в этом, чтобы у нас были деньги на развитие. Мы вот почему сегодня говорим о развитии Якутии. У нас даже вот порт Тикси, он сегодня в международном реестре отсутствует. То есть мы не можем сегодня регистрировать суда в Тикси, которые проходят по трассе, которые могут работать у нас в районе и возить наш уголь, к примеру. Потому что по стандартам это не порт. Да, это не порт.
я в Тикси приехал, приходит пароход, и на затопленную баржу народ выпрыгивает, потому что нет условий. Никаких нет условий в этой части. То есть никто раньше этим не занимался. Вот сейчас мы подаем списки в международный реестр, существующий порт, и заставляем всех наших угольщиков, которые вывозят сырье, заставляем о том, чтобы даже морем мы контролировали, эти корабли были прописаны у нас в Якутии. И флаг был Российской Федерации. Тогда все судовладельцы, они будут зарегистрированы у нас здесь на территории, соответственно, налоги. Вот смотрите, получается, весь вывозимый уголь, а у нас сегодня вывозится порядка там 25 миллионов тонн, который везется, это $2 в налогах плюсом. Мы должны максимально получать выгоду из вывозимого от нас сырья. Поэтому мы сейчас вот такую политику с главой вот вырабатываем и делаем, чтобы все, что можно, где можно заработать и принести в республику, мы будем это делать. А вы по морю не скучаете в Якутске? А у нас здесь 2 моря. 2 моря. Это не каждый регион такой имеет. Понимаете? То есть 2 моря омывают Якутию. Это море Лаптевых и Восточно-Сибирское. Это уникальная вещь, и этим надо пользоваться. И у нас вот спорт, конечно, слабенький, маленький, и вот мы сейчас его будем преобразовывать. Он будет также называться Тикси, Тикси-2, к примеру, в районе Найба. Смотрите, у нас получается Северный морской путь. Вот он идет, самые глубины большие, 18-20 метров. Это вот как раз бухта Харалайская называется. И в ней есть поселок Найба. И вот очень удобно она, потому что сам порт положит развитие севера. Развитие происходит, когда здесь есть корабли. Как корабли не стали заходить, все, Тикси забросились. Вот мы изучали, смотрели перед тем, как принять решение, сделать, представляете, сколько карт перелопатил по глубинам, по течениям, по тому, как, где, чтобы ошибку не допустить. И видите, мы так сегодня разработали стратегию, программу с главой Арсеном Сергеевичем, что сегодня нашу инициативу подхватил Росатом. И он говорит, мы сами построим. То есть Росатом построит нам в Тикси новый Да, порт? да, да. Он будет основной сегодня портодержатель вместе с нами. Поэтому наша задача сегодня оформить декларацию. Она в июне будет оглашена. Защитим мы ее, и получится вот такой у нас большой шаг в движении морском. Ну, это логично, это развитие Северного морского пути. Вы в Мурманске занимались, теперь в Якутии. Ну, вот, понимаете, у нас Якутия находится на середине морского Северного пути, и мы при этом не имеем глубоководного порта. У нас построен уже ледокол Якутия. В Петербурге. Да, который вот сейчас должен скоро выйти на трассу и стать. А порта нет. Идет строительство этого ледокола, то есть он уже спущен на воду, идет его достройка сейчас. И к этому моменту мы должны уже как-то начинать первые позывы строительства. Потому что он должен как раз-таки, мы с Росатомом уговаривали, что он должен находиться в Якутии как раз-таки. Не просто его так назвали. То есть получается у нас сегодня по северному завозу логистика намного быстрее и намного дешевле, чем сегодня железной дорогой вести вокруг всей нашей страны, по всей территории. Представьте себе, на тонну перевозимого груза с центра у нас идет затрата 20 тысяч рублей. То есть вот он стоит 0, и чтобы этот 0 привезти, он будет стоить 20 тысяч рублей. То есть если это картошка, допустим? Да? Любой предмет. Поэтому если мы научимся нормально вести сюда, считать деньги и так далее, то у нас все сразу подскочит. Поэтому в этой логистике мы проигрываем, потому что мы не можем сегодня конкурировать с центром. Понимаете? Мы сегодня свое яйцо не можем даже конкурировать по 44-му ФЗ для детских садов давать, потому что
конкурс и выиграет. на понижение, Да, выиграет тот, и кто все, и может выигрывает быть кто-то дешевле. другой, Амурка выигрывает или там Новосибирск. И поэтому приходится находить такие способы, так, чтобы продукция наша была, потому что она свежая, и в садике, и так далее. Поэтому мы создаем предприятия, которые могут в дальнейшем взять на обеспечение садики города, там, улусов и так далее. Один из первых объектов, которые вы вообще посетили, когда только приехали в регион. И многие говорят, что вообще вас сюда отправили, чтобы вы помогли этот проект реализовать. Стройка, которая уже год, и она в таком запущенном виде находится. Ваша задача какая? Наша задача сейчас получить металлоконструкцию, значит, и выполнить. Металлоконструкцию привезли? Здесь она? Уже начата поставка. 1600 тонн. Все проплачены полностью. Доставка когда будет здесь? Доставка идет окончание в ноябре текущего года. И за зиму какие поднялись там колонны, при минус 50 они там вот так поднимали. Я говорю, у вас было лето, целое лето, и ничего не делали. А зимой вот вы решили тут. Вот сейчас поднимаем и догоняем в графике, потому что это нацпроект, и, соответственно, нам надо восстановить те упущенные моменты, которые не позволили в свое время построить и сделать. Большая часть металлоконструкции выпущена. Кладки-то нету? Нет, кладка вон с той стороны, но тоже слабо. Кладка идет. Тоже Здесь вообще не делается. Но фронт-то Здесь- большой. Давай, Дмитрий Дмитриевич, вчера заключили. флажок получил на этот раз. Все, вперед с песней, как говорят. И Эльтеры, ну тоже не делают это так же не работают. Мы же должны нагнать. Андрей Владимирович, глава республики говорил на закладке первой сваи Судовёлки в 2019 году, что к 2022 году с аллеей республики отсюда должен сойти первый корабль. Да, вот у нас будет заливка, здесь даже уже полов. Мы сразу же начинаем на нем собирать первый корабль. Еще не построив, даже не заложив, мы уже начинаем варить корабль, потому что, собственно говоря, так и делают многие при строительстве завода, чтобы не терять время. Сразу же закладывается, и завод закрывается, и уже внутри рождается корабль. А то есть одновременно строительство завода идет уже да. строительство То есть уже, первого да, корабля. потому что все оборудование, все полностью у нас закуплено, все стоит, все есть. И что такое корабль строится? Это сначала киль делается, потом к нему шпангоуты и так далее. А это все металл, это сварка. Это вот как здесь вот можно варить и делать. Делаются рамы, делаются секции, потом соединяются, потом начинка идет внутри. То есть каждый корабль, он где-то рождается 3 года, вот корабль выскакивает. А срок годности у них какой? Срок годности 25 лет. Ну, Ну, плавают и 50. Ну, у нас здесь есть суда, которые плавают и 60, Да и 100 лет. Да. Есть такое. Ну, чинится, все делается, реставрируется. Здесь же река. Это не активная такая среда, как море. Река, она меньше, соли нету. А, и износ Она, медленнее. да, да. Здесь баржи в основном будем делать. Начнем с простого. Ну, то есть пока технологически это такой Да, довольно простой проект. Да, да. Ну, мы хотим здесь заложить дноуглубители, потому что нам сегодня на Лену нужны дноуглубительные снаряды. То есть корабли, которые будут чистить реку. Вон, видите, что делается. Река расползлась, она мелкая стала. А что регион получит с вводом этой судоверфи? Рабочие места, раз, самое главное, и обновление флота получит. Оборот – это деньги, соответственно, мы, посмотрите, 5 лет мост будет строиться. Какие рамы, вот видите, что мы делаем. Это то же самое для моста мы можем сами делать. Металлоконструкции все будут собираться здесь. Именно для нужд республики. Да, получается, да, для своих. Да. Судовещ, вот сейчас спешим, делаем. Почему? Потому что было принято решение, что мост все будет. А что такое сегодня мост строить? Не поверите, это огромнейший кусок работы. Вот сумма его сегодня составляет свыше 80 миллиардов, там до 90 миллиардов. Одни там говорят, вот что ж мы там из республики столько денег даем и так далее. Да,
как говорят, дармового ничего не бывает. Придется и республике чуть дать денег. Но эти деньги к нашим же вернутся людям. Это все деньги должны быть потрачены у нас в регионе. Все должно заработать. Это пролеты, это строительные, это карьеры, это лес, это рабочие. У всех зарплата здесь будет. Это обучение. И мы будем за этим следить. Я удивляюсь, насколько тяжело он дается нам, и как голова идет, побеждает шаг за шагом. Понимаете, потому что другого пути у нас нет сегодня. Финансирование будет, и все будет. Мост будет построен. Вы во всех районах успели побывать? Нет, я так езжу по районам, потому что проблем много у всех. Я по одному беру и потихонечку нахожу способы разрешения. Что там сделать, потому что проблем у всех очень много. Республика забита грязью, вот этим металлом. Я приезжаю там в какой-либо улус и хожу, там кончает бочек и кончает там вот этих все брошенного. Кузова старые автомобили? Все там вообще кошмар такой валяется. А почему? Сегодня лом, который мы не можем по логистике вести. Прием лома 22 тысячи за тонну. Если мы поставим себе металлургию здесь, мы подчистим сразу Якутию. Полностью вычистим все эти 5 миллионов тонн, потому что это еще плюс огромнейший будет нам. А то иначе мы тут скоро вообще погибнем. Хорошие сегодня технологии мы привезли. С главой сейчас будем обсуждать и говорить. Хорошие технологии по производству сегодня металла. ГРБЖ – это горячее брикетирование железа. То есть, имея газ, имея месторождение железа, мы можем сегодня спокойно делать такие брикеты, которые во всем мире востребованы. Очень простая технология, чистая, и экологически вообще никакого, то есть выброса нету. Чистый газ, то есть через руду пропускается этот газ, он через катализаторы никелевые пропускается, и газ сам окисляет и создает вот эти брикеты. Себестоимость вот этого брикета, она получается где-то 264 там, долларов стоит. Это вообще уникально. То есть, представьте, какой у нас сразу же появляется налог и готовая продукция. Производство тяжелое, но без него сегодня не будет никакого кораблестроения, потому что там делается сталь высоколидированная. Поэтому вот этот процесс должен идти. Поэтому сегодня важная задача создать грузовую базу, определить, вот сказать, вот она грузовая база. Вот вам на 5 лет мы даем такой-то объем. Тогда коммерсанты придут и будут заказывать, потому что он знает, что у него есть работа, у него есть грузовая база. Вот мы сегодня работаем над этим, чтобы дать эту грузовую базу, показать, кто над чем, как будет работать, где. Потом мы добываем много золота. У нас сегодня 40 тонн к добыче золота. Если здесь построим свой афинажный завод, а уже таких мы нашли инвесторов и подводим тому, что к строительству и так далее его, и уже готовим соглашение. У нас ювелирная отрасль сразу будет развиваться. Представьте себе, золотари везут в Красноярск, ну и в другие города на афинажные заводы. Доставка туда. И цена, сразу же 2 цены закладывается, все. О чем говорить-то? И потом готовая продукция, вы еще купить ее должны. То есть все налоги остаются в Красноярске. Поэтому они там и пухнут от счастья. Вот мы хотим, чтобы все это здесь было. Тогда у нас и запасы будут. Мы уже нашли арабов, которые готовы покупать, которые даже готовы штамп ставить свой и в этой части, то есть 4 девятки. И скупать это все золото. Потому что и хранилище у нас в банках появится и так далее. Это бизнес целый, огромный по хранилищу. То есть его не повезут там в Арабские Эмираты, его здесь на хранилище оставят. Это заработок опять Якутии. И опять это запас будет здесь сохранен. И многое другое. То есть плюсом сразу же. И многие регионы, которые вокруг нас есть, мы посчитали, это 140 тонн золота сразу к нам приедет. Вот представьте себе, 1% стоимости этого завода работает, это рентабельно, вообще изумительно даже.
Также вот и по нашим зверофабрикам мы также занимаемся. Вот посмотрите, Якутия сегодня такие выращивают меха. То есть у нас еще до сих пор есть соболь. Соболь непростой, вот он имеет оттенок седой такой. Тем более у нас естественным образом добывается охотхозяйством и так далее. Плюс еще зверофермы выращиваются. Но все это надо создать условия по его обработке. Потому что то, что сегодня у нас было создано в свое время заделом еще первым президентом, уже старое стало. Надо новую технику. Вот мы тоже опять договорились в министерстве, Минпром, что они обновляют нам технику. Добро получено, и мы начинаем по обработке кожи. Новые такие вот механизмы завозим сюда. Потому что, вы знаете, у нас же много кожи, и КРС, и коней, и так далее, которые просто вот лежат и гибнут. А когда мы ее научимся обрабатывать и технологию эту завезем, у нас очень много изделий появится и возможности легкой промышленности, это развитие. Сегодня и важно нам рыболовство поднять, потому что реки все надо зарыблять, потому что выбивается у нас много рыбы, много очень. И сейчас вот мы сделали типовые проекты, потому что очень важно сохранить эту природу. Соответственно, туризмом тоже также работаем. Очень важно в этой части причалы построить на реке Лена. Вот еще раз говорю, много езжу, смотрю, вот разговариваешь с фермерами. Вот он, интересные молодые ребята уже пошли, занимаются. Он говорит, я готов, сегодня у меня там 100 коров, я готов 200. То, что дала сегодня республика, дает возможности и дотации и так далее. Но не хватает сегодня кормов. Сена не хватает. Кормовая база, мы же не в Краснодаре живем. Кормовой базы нету. Поэтому сделайте завод, дайте, запустите, дайте возможность эти корма. Тогда мы зиму протянем и не будем столько забивать скота и так далее. То есть у нас пойдет приплод и пойдет развитие. Вот это сейчас мы работаем, делаем, мы вплоть до того, что мы забираем завод в Амурской области. Ставим его на учет в Якутии, он налоги здесь будет платить. Но он будет использовать кормовую базу Якутии, весь чернозем, который у них там сегодня есть. Все, что у них выращивается. И мы сюда будем везти и датировать, потому что это наше. Вот такие вот мы себе задачи амбициозные ставим. Мы же сегодня все хотим, чтобы дети у нас здесь развивались, чтобы здесь жили, чтобы полностью была обеспеченность, чтобы ты пришел дома, чтобы у тебя где позаниматься спортом, где сходить в театр. Искусство у нас очень сильно развито здесь. Таланты хорошие, смотришь свой балет. Я ходил на виртуозов Якутии. Да Башмет отдыхает. Муссар — это движение льда и подрыв этого льда. Разрывается лед и поднимается подснежник. Мы показываем, что вот наши дети — это цветы, которые вот пробили этот лед, и мы показываем эти таланты в разных областях. На праздник мы позвали Леона. Да, Ливана. Да, Ливана, да. И Ливан молодец. Он сказал, я еду на родину. Она меня зовет. Понимаете, насколько сильно он сказал и хорошо. Он даже ни копейки не взял за участие. Это приятно. И вот мы сконцентрировались с головой, вот подумали, как это сделать. И вот такое масштабное сделали. И детей столько приняли и определили. Вы знаете, о Якутии есть два мнения расхожих. Одно, что Якутия — это как бы не совсем Россия, и она очень отличается от другой России. И есть другое мнение о том, что Якутия — это и есть квинтэссенция России. Чем вам нравится Якутия? Людьми нравится. Вы знаете, люди здесь нормальные, хорошие. И знаете, что я еще удивился, чем люди здесь мне интересно тоже? Они любят свою историю, знают историю. Вот сегодня спроси любого москвича, что здесь было, как было. Да он Грозного перепутает с татарами или еще с китайцами какими-то перепутает. А то еще и Гитлера спутает с Лениным. Понимаете, то есть такая молодежь. А здесь знают свою историю
Вот в чем патриотизм он складывается? То, что ты знаешь свою историю, уважаешь ее, чтишь и равняешься на нее. То есть хочешь быть таким, как герой Советского Союза или как олимпийский чемпион. Но это патриотизм. И вот это вот сочетание сегодня вот этого патриотизма и желания жить и двигаться, такая энергия очень хорошая. Достоинство человеческой жизни всегда проявляется в нелегкой борьбе за идеи, за принципы, за позицию. И нужно быть точно уверенным в том, что хочешь получить от принятого решения, и вдвое уверенным в том, что можешь дать взамен. От этого зависит имидж республики. На этом выстраивается оптимальная модель отношений вокруг потребностей населения. Думаю, что в нашем сегодняшнем открытом диалоге с героем вы смогли найти ответы на многие вопросы. Вы тут вот каждый день ходите, Мгм. смотрите на портреты руководителей наших. Да, каждое утро. Чем бы вы хотели запомниться якутянам? Для мужчины, для любого человека важно, чтобы ты что-то сделал в жизни и потом гордился этим.